Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за январь 2019 года будет комментировать сооснователь и заместитель председателя Мордовского регионального отделения Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», организатор первых демократических митингов в Мордовии и министр социальной защиты, труда и занятости в предложенном мной альтернативном составе правительства Республики Мордовия Владимир Евгеньевич Гридин. Владимир Евгеньевич, первая новость, на которую хотел бы услышать от вас комментарий, заключается в том, что 15 января начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мордовии Юлия Викторовна Матвеева привела такие цифры, что в 2018 году от гриппа было привито 395 тысяч человек, 49% населения Мордовии, а в 2017 году на 50 тысяч меньше и на 6% меньше процентов населения, 43%. И она говорит, что прослеживается прямая связь между количеством привитых и заболевших людей. Чем больше привитых, тем меньше заболевших. Согласны ли вы с ней? Как относитесь к иммунизации населения? Ну, я хочу сказать, не доверяю вообще тем данным, которые вот Озвучено, да. Доверяете или не доверяете? Нет, не доверяю. Нет. А вообще, как вы относитесь, нужно ли людям прививаться? Знаете, очень вопрос сложный, откровенно говоря. Лично я, во-первых, проблема какая? Надо знать, гриппы разные. Штаммы это совершенно... Поэтому не знаю, не могу ответить по этому вопросу. Квалифицированно не могу ответить. Да, поэтому задаю вопросы, потому что они спорные, и всех они озадачивают. Второй вопрос вот в чем заключается. С 1996 года Союз охраны птиц России выбирает птицу года, которую нужно больше всего нуждается в спасении и защите. И вот 4 января эта организация объявила птицу года, которая есть обыкновенная горлица. Раньше у нее популяция была 2-3 миллиона пар, но за последние 2 десятилетия в 100 раз снизилась численность. Причины вымирания – традиционная охота, предпосевная обработка зерна ядохимикатами, воздействие засух. Например, в Мордовии, в национальном парке Смольный, штучно встречается эта птица, обыкновенная горлица, а в заповеднике имени Смедовича уже последние 2 года не встречается. Кроме того, по поводу защиты природы, в 2018 году в Мордовии произошло 26 лесных пожаров, и прокуратура зафиксировала 85 нарушений закона в сфере охраны лесов от пожаров. Как бы вы оценили природоохрану у нас в республике? Какая природоохрана? У нас о людях не думают в Республике Мордовия. Медицина, здоровье людей. Но в первую очередь о людях все-таки думать. Но хотя природа это тоже важно. И поэтому, получается, начнут охраной заниматься, а людей-то в Мордовии скоро и не будет. А что бы вы посоветовали жителям Мордовии для того, чтобы самим взяться за спасение исчезающих видов птиц, потому что все от нас зависит, если чиновники так работают? Да нет, естественно, все, вопроса уже и денег нет. Вы же знаете, что в Мордовии на все нужны деньги. А когда людям-то ни пенсии нужны не дают, и люди голодают, без работы. Ну о чем вы? О какой природоохранной зоне, когда о людях вообще люди бегут с Мордовии, только не знаю куда. К этому еще новость у нас будет. Следующая новость в том, что с начала января городская администрация и МЧС начали отчитываться, какие меры они предпринимают для очистки республики от снега и от спасения от негативных последствий этого
вот снежного апокалипсиса, который у нас ежегодно наступает, и много машин, сотни людей, сотрудников участвуют в этом, и много мер, в принципе, они заявлено, что для спасения граждан. Но вот такие пошли факты. 5 января в переходе над железнодорожным вокзалом Саранска, как сказать, те, кто приехали в Саранск, поскальзываются, падают, получают травмы. 15 января цифры опубликовали, что на 27% меньше, чем в прошлом году, обратились в травмпункт, но все равно это 650 человек за 15 дней, но большая часть из них это связано с небережным празднованием новогодних праздников. А в среднем за год травмируются 25 тысяч горожан. Дальше, значит, упало 16 января несколько деревьев на стоянке с машинами, то есть опять ущерб. В доме на улице Фурманова обвалилось, балкон обвалился. 16 января мать еле спасла своего ребенка от падающего с крыши ледяного козырька. 17 января в поселке Атяшево на голову 11-летнего школьника обрушилась ледяная глыба, сотрясение головного мозга. Петр Николаевич Тултаев говорит, что очень многое зависит от того, что горожане неправильно выбирают управляющие компании, и он приводит список там 10 лучших управляющих компаний, 10 худших, и советует, что вы впредь типа разбирайтесь и вы отказываетесь от тех управляющих компаний, которые плохо выполняют свою работу, а сам говорит, что у нас стиль работы такой, мы будем ходить, сами проверять, то есть управляющие сотрудники вместо того, чтобы заниматься в кабинетах, они, получается, занимаются таким волонтерством, хотя у них, в принципе, работа заключается в другом, им за другой деньги платят, но вот мэр считает, что по-другому никак справиться с этой проблемой нельзя. Но он попросил прощения. Тоже это редко, когда руководитель, как сказать, на себя берет ответственность, и вот это, наверное, это хорошо. Как бы вы в целом оценили работу у нас коммунальных служб, городской администрации, МЧС, вот по уборке снега и льда? Ну, то, что вы улицы все-таки убирают неплохо, улицы, дворы плохо. Ну, год, конечно, у нас снежный. Ну, а по поводу с крыши я вам скажу, вот в своем доме заявление 5 дней назад по 071, что крыши сосульки. До сегодняшнего дня тишина. Это в центре города. Поэтому вот такие вещи. То, что у нас... На Советской улице. Конечно, и вот все равно висят. сейчас, да, увидите, прям над подъездом какие там глыбы. А во дворе или со стороны? Во дворе, во да. Дворе. Во дворе. И что самое, 5 дней назад полдома, там чистка была, а полдома ничего, уехали. И так до сегодняшнего дня никто не чистит. Поэтому много проблем, очень естественно много в городе. Вот как раз можно, когда знаем, что стены рушатся, и причина в том, что бездействие, как я и говорил, вот заявление прокурора республики, не полиция, заявление пишем на незаконные вещи, предприниматели, но никто не реагирует на эти незаконные вещи предпринимателей, будем так образно. И до сегодняшнего дня вот вынужденный центральный аппарат партии, чтобы прокурору... Яблоко. Да, прокурору России как раз обратили внимание на незаконные действия прокуратуры, бездействие в Республике Мордовия. А вот вы сколько вы лет были руководителем домового комитета? Как это правильно называется? Ну, лет 5, наверное. Лет 5. А вот что бы вы посоветовали, как горожанам выбирать лучше себе управляющую компанию? Может, есть какой-то рейтинг их? Или по каким критериям выбирать? Их же несколько десятков в Саранске. Я не знаю эти десятки.
Я знаю, что квартплаты растет, и растет не на те проценты, на которые говорили, а когда практически вот по платежам я вижу, что на 100% больше платежки стали, только лучше никто ничего не делает. И те вещи, которые мы оплачивать должны и оплачиваем, нам не объясняют, а за что это все надо платить. Поэтому идет только одно, что берут у людей деньги, а ту обязанность, которые должны исполнять управляющие компании, они не выполняют, хочу сказать, эти свои обязанности. А вот что вы знаете, легко ли вообще в Саранске домовым комитетом отказаться от своей управляющей компании? Это вообще процедура легкая или там какие-то... Да какое легкое, когда просто управляющая компания, ну, стараются, чтобы домкомом был кто-то пенсионер, не знающий человек, не знающий, чтобы... Послушный. Да, послушный. И вы обратите внимание, сделали небольшую зарплату, значит, домкомом. Ну, когда я был домком, они специально, другим домкомам все деньги платят, а мне председатель домкома никто не платил. Ну, поэтому, вы знаете, вот в нашем обществе никто, значит, настоящие законные, значит, собрания, которые проводились по домкомам, они все незаконные. Это совместно с администрацией, с управляющей компанией находят человека, который действительно подписывал все остальные вещи незаконные. Поэтому послушных людей. Следующая новость повеселее. 24 января в Саранске открылись всероссийские соревнования по экстремальному велоспорту BMX велоспорту. А 29 января глава города Тултаев Петр Николаевич поручил дирекции коммунального хозяйства и благоустройства изучить проект велодорожек, разработанный ученицей 7 класса школы 39 Варварой Бурлаковой. Она заняла на Всероссийском конкурсе «Добровольцы России» 2018 третье место в своей номинации и говорит, что вот эта школьница, что у нас велодорожки есть в парке Ленинского района, во дворах, в Пролетарском районе, в экопарке на Маховой, а она хочет изменить ситуацию, говорит, и сделала проект велодорожек в Пушкинском парке и, как сказать, на территориях, прилегающих к стадиону Мордовия-Арена. Как вы относитесь к тому, чтобы у нас велоинфраструктура развивалась в Саранске? Нет, ну это естественно, и ничего плохого-то в этом нет, это очень хорошо. Это было бы очень хорошо. Приветствуйте. Конечно. А вот теперь, будете ли вы приветствовать следующую новость из 3 частей? 9 января председатель правительства Мордовии Владимир Федорович Сушков подписал приказ о присоединении поликлиники 15 к клинической больнице номер 1, объединили. 11 января Управление судебного департамента при Верховном суде России по Мордовии сообщило, что через месяц будут ликвидированы в связи с малосоставностью 9 районных судов, и вместо них будут постоянные судебные присутствия других районных судов. А 14 января вступил в силу указ главы Мордовии о том, что упразднены 2 ведомства. Министерство целевых программ вошло в Министерство спорта, молодежной политики. Вошло в Министерство экономики, торговли и предпринимательства, а Госкомитет по молодежи вошел в Министерство спорта, молодежной политики и туризма. На сегодняшний момент в структуре правительства насчитывается 15 министерств, Госкомитет имущественных и земельных отношений, 2 республиканские службы, ветеринарная и по тарифам, и постпредство Мордовии при президенте Российской Федерации. Как бы вы, Владимир Евгеньевич, оценили оптимизацию региональных ведомств и учреждений? Да как уничтожают у нас здравоохранение? У нас что можно? Это
вот смотришь на все то, что происходит сегодня, если телевизоры с утра до вечера нам рассказывают, как плохо на Украине, как плохо в Америке, ну лучше бы подумали, а что в России-то хорошего задумали делать. Вот в этом, наверное, сначала надо думать о россиян, а потом обсуждать. Вы посмотрите по всем каналам с утра до вечера. Украина, Порошенко и наши американцы. Оставить в покое американцев. Они сами разберутся у себя. А вот что у нас в России, вы посмотрите. Вот это в первую очередь надо об этих вещах говорить. А бюрократический аппарат сокращать нужно? Да безусловно. А у нас поликлиники, в деревнях-то уже никаких совершенно нет медицинских обслуживающих персонал, школ нет, деревня объединяют там, понятно. Но после к чему? Это образование, медицина, это основное, что в нашей стране. Следующая новость называется «Обыденная жизнь бизнеса». Тоже состоит из двух частей. Первое. Нашел статистику. На сайте «Реальное время» было подсчитано оборот 100 крупнейших предприятий Мордовии. И выяснилось, что прослеживается 3 семьи, которые владеют выручкой предприятий, принадлежащих им, около 50% всей выручки 100 крупнейших предприятий Мордовии. Первая семья – это их точка зрения и их подсчеты. Первая семья – это семья Сеушовых. Перечисляются предприятия, принадлежащие этой семье, 40 миллиардов выручки в год, это 16% от общей выручки 100 крупнейших компаний. Дальше. Виктор Степанович Бирюков. У него выручка его компании 28 миллиардов в год, по расчетам этого сайта, 11% от общей выручки. Итого 27% две семьи. И третья семья, семья Меркушкина. 4 января газета «Столица» сообщила, что в целях понижения кредитной задолженности Сбербанк забирает у семьи Меркушкиных бизнес-центр «Адмирал» на улице Большевистской, около собора Ушакова. Вот с точки зрения «Столицы С». А 23 января тоже «Столица С» сообщила, что вот руководитель ликвидированного министерства Алексей Николаевич Меркушкин скоро станет генеральным директором завода «Электровыпрямитель», 55% акций которого, по расчетам «Столицы С», находятся под контролем семьи Меркушкиных. Это первая новость. Как вы ее прокомментируете? Да как, откровенно говоря, мы в свое время на встречах с Николаем Ивановичем Меркушкиным, я как раз говорил именно о тех вещах, что одно дело, как говорится, прихватить все, что можно, когда был главой республики. Другое дело, в России у нас такой порядок, когда палочка надломится, как правило, приходят другие молодые люди и все забирают. Так вот, надо было именно очень важно в будущем, в нашей стране, везде, надо сохранить все то, что раньше можно было создать. А у нас в России вот такой порядок. Ты уходишь от власти, к тебе приходят и забирают. Я думаю, и у Алексея Меркушкина, у сына Николая Ивановича. Ну, в лучшем случае, что-то на бедность оставят. А, как правило, я думаю, могут и на потьму направить. Ну, я думаю, поэтому пока... мне жалко. Ну, пока тучи еще не сгустились. Почему? Мне кажется, то, что вижу сейчас происходит, когда по столице ЕС постоянно пишут статьи, те люди, которые кормились с руки Николая Ивановича Меркушкина, откровенно говоря, мне противно на это все смотреть. Они кормились с его руки, а теперь все говорят, да, теперь он все, оттуда все прихватил, здесь прихватил. Мы тогда говорили, когда он главой был. А сейчас-то, вот мне вообще
неприятно смотреть на тех людей, которые раньше именно кормились с Николаем Ивановичем, а сейчас все предали. Вот это такое вот у нас такое общество. Поэтому мне жаль, откровенно говоря, наша семья Меркушкиных, и я думаю, что проблемы на старости лет у них очень, у Николая Ивановича Меркушкина большие проблемы. А вот 23 января фонд имущества сообщил, что он как бы выставил на продажу акции двух компаний. Предприятие «Тепличное» и агропромышленное объединение «Илеком». И пока не знаю, купит кто-то или не купит, и за эту огромную сумму 4,5 миллиарда, скорее всего, за эту сумму не купит. Но как вы относитесь к тому, чтобы для того, чтобы задолженность бюджета уменьшить и увеличить доходы бюджета, использовать для этого как бы институт приватизации, в том числе вот таких предприятий, как Тепличное? Дело-то в том, что, как я всегда говорю, нам всегда что говорят? В 2 раза больше кур, в 2 раза больше молока. Но люди-то лучше-то не живут. Поэтому это именно вот как раз та система, о чем я вам сказал, что семья Меркушкиных сейчас переживает очень период сложный. И как раз вот это Тепличное все. Вы посмотрите, Тепличное, просто, ну, не настолько надо быть грамотным человеком, интересную такую вещь. Тепличное было государственное. Почему государственной собственности? Не так давно. А потому что, чтобы из бюджета можно было использовать деньги на тепличное предприятие. Инвестировать. Да, совершенно. Из бюджета. Сейчас для того, чтобы тепличное, у кого стали акции, надо было сейчас в собственность переделали. И теперь продается. Поэтому вот схемы такие жульнические, вы понимаете? Но жизнь у людей хуже не становится. Вот в этом-то и суть. Это просто там они начинают... Лучше не становится. Ничего, да, извините, лучше не становится. И поэтому то, что вот сейчас, насколько я знаю, и сейчас в Мордовию приезжает по налогам, здесь это комиссия. Но я не думаю, что вот самая главная та политика, которая в России, это приводит к тому, что жизнь наша все хуже, хуже и хуже. С экрана телевизора мы говорим наоборот, что все лучше, и все что-то мы видим, и прорыв, как год назад, особенно когда у нас кампания избирательного президента, все, прорыв какой-то должен. Я всем говорю, какой может прорыв? Ну вот сейчас говорим о том, что теперь Мордовия, оперативное управление у нас. Пенсионный возраст у нас прорыв произошел. Да, сейчас я не знаю, к чему прорывается. Прорыв только один. Политика быть. Другое. Экономика. Самое основное. Но идет только хуже и хуже. Вы обратите внимание. Уже вопросы, законы. Если власти мы будем говорить, что что-то неплохо говорим о своих властях, вплоть до того, поначалу 15 суток, вплоть до 5 лет сидки. Нельзя этого делать. Вот и начинается. Вот сейчас, значит, якобы Путин говорит о криминале у нас. Ну вот, по моему-то убеждению, криминал-то у нас – это силовики, это есть криминал в России. Поэтому не о тех. Это всегда вот в 90-х годах, когда, я помню, вы знаете, столько молодых ребят погибало, а на самом деле все они были регулированные люди, а они просто по глупости, ну, мальчишки, которые начали в какую-то войну, играли, и сколько бы, а на самом-то деле деньги-то где? Обратите внимание, вот с бандитами в Мордовии сделали
ну, порядок, как говорится. А вопрос, а куда деньги-то у бандитов-то взяли? Нет денег. Вот в этом-то и суть. У нас не криминал, у нас должен быть в России порядок. А порядок быть такой, чтобы законы для всех едины, как я всегда говорю. А потом уже должны все идти. И криминала бы не было, если законы были бы все едины. И тогда бы и не криминалы, и ничего. В России был порядок. Это основное, я думаю. Следующая новость. Саранск в общероссийских рейтингах, тоже из двух частей. 10 января Финансовый университет при правительстве России опубликовал результаты исследования о вовлеченности населения российских городов в православную культуру. Оказалось, когда задают вопрос, есть ли среди ваших друзей, знакомых люди, интересующиеся православием и соблюдающие традиции, Саранск на 10-м месте из всех городов России. А в январе 2015 года было похожее исследование, там уже не про друзей спрашивали, а спрашивали, вы лично, насколько вовлечены в православную культуру и веру. И мы тут были вообще на 3-м месте в стране. Вот. И касающиеся этого, такие факты. У нас в ночь на 14 января был приведен автомобильный крестный ход за трезвость. Колонна из 15 машин очертила маршрут крест по Саранску, и везде читались молитвы перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Дальше духовенство осветило 2 участка дороги в Мордовии для того, чтобы уменьшить аварийность. Участок федеральной трассы Саранск-Сурская-Ульяновск окропили святой водой 28 января, а 6 ноября, еще осенью, духовенство Ичалковского района освещало трассу Саранск-Ичалки. Как бы вы это прокомментировали? Да я вообще это не понимаю, эти вещи. Я просто не понимаю. Это какая-то показуха, что-то, чего-то. Ну нет. Это Не поддается. стараются вообще людей, чтобы люди ни о чем не думали. А вот, знаете, чтобы думали, мы скажем сверху. Вся власть, Знамение Божие. вся власть от Бога. 10 января подвели итоги интернет-голосования за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город. Но Саранск, к сожалению, из 83 региональных столиц только 66 место, почти самый последний. 26 декабря Агентство политических и экономических коммуникаций представило 2-й рейтинг эффективности управления в городских округах. А тут наоборот, в сводном рейтинге Саранск занял 6-е место из 92 городов. В рейтинге политико-управленческого блока 9-е место, а в рейтинге социально-экономического блока на 6-м месте из всех региональных столиц. Видите, как мы? Контраст какой. Как бы вы это прокомментировали? Да комментарий только одно. Все это потемские деревни властей в республике Мордовия вот привело к тому, что сейчас будут такие, и дорог не будет, ничего. Вы посмотрите, стадион пустой. А сколько денег надо отапливать, надо людей. А ради чего? Там никаких мероприятий не происходит. Мы об этом и раньше думали, потому что 45 тысяч стадион для Саранска. Просто, это просто кто-то что-то, деньги поделил за строительство таких стадионов. Но надеюсь, что прокуратура займется. Теперь будем комментировать Мордовию в общих российских рейтингах. 29 января Ассоциация распространителей печатной продукции сообщила, что глава Мордовии занял 4-е и 5-е места вместе с главой Мариэл. То есть из всех регионов России мы в 5-ку тех, кто интересуется и финансирует печатную прессу у нас для пропаганды региональной власти. А 22 января Агентство политических и экономических коммуникаций представило 6-й рейтинг эффективности управления в субъектах России. В сводном рейтинге руководство Мордовии заняло 24 место из 85. В рейтинге политико-управленческого блока даже 5 место в России. Причем по снижению расходов на общегосударственные вопросы мы 1-е место заняли среди всех. То
То есть больше всего сокращаем чиновнический, бюрократический, министерский аппарат. В рейтинге социального блока 8-е место из всех регионов России, из всех глав регионов России. А в рейтинге финансово-экономического блока, наоборот, 83-е место, в самом низу. Как бы вы прокомментировали Мордовию нашу? Да я вообще рейтинги, те, которые... Я всерьез просто не отношусь вот к тем рейтингам, которые, значит... Вы считаете, они... это не объективно? Да, ну, безусловно. Значит, коррупция, вы считаете? Да, ну нет, об этом и, по-моему, сейчас ребенку уже понятно, что это уже коррупция, это уже что-то не коррупция, а нормально, когда вопросы стоят. Вы же смотрите, законы, значит, вынужденные, оказывается, некоторые взятки можно брать, вынужденные, потому что кто-то вынуждает, а некоторым нельзя. Вот кто будет определяться? Комиссия будет. Ну, вы знаете, я просто не понимаю, что происходит в нашей стране. Но ведь когда эти рейтинги делают организации, которые оценивают все регионы, и тут вот кто... То есть, думаете, все равно здесь, кто регион больше заплатил, что ли, тому и больше Да трудно дали? сказать, но я не прокурор, да? Но потому что то, что происходит в России, это с недоверием, с этими, когда мы видим, что по телевизору, что у нас экономика, все повышается, но мы-то знаем с вами, что происходит. Мы же прекрасно, уже люди-то понимают, что год назад люди были, когда действительно, ну, что-то они еще думали, что-то появится прекрасное. Но сейчас люди-то уже понимают, что вранье надоело по телевизору с утра до вечера. Я думаю, что вот та передача, не передача, а вот то, что цифровое телевидение, это тоже, я думаю, для того, чтобы только будут насаждать людям то, что надо вот насаждать. И больше ничего. На самом деле, чтобы люди, ну, зомбировали людей, вот и все. Владимир Евгеньевич, а когда вы ездили на федеральный политсовет и в целом общаетесь с людьми из других регионов и слышите проблемы их регионов, какое у вас складывается впечатление о том, чем республика наша отличается от других регионов? Я вам скажу. Я считал и считаю, сейчас, может быть, немножко не такие деньги, как раньше в Мордовии. Я говорил, что Мордовия – это пример Чечни. И, возможно, Мордовия как раз перехлестнула даже в некоторых вещах Чеченской Республики. Это отмывание денег. Как мнение, по моему мнению, это российский бюджет через Чечню, через Мордовию, отмывание денег. Вот, может, в этот рейтинг вам покажется убедительным, потому что его создатели – это независимые журналисты, бывшие руководители «Дождя», РБК. 16 января расследовательское издание «Проект» опубликовало исследование о том, сколько россиян уезжает из страны. И по их расчетам оказалось, что за третий президентский срок Владимира Владимировича Путина с марта 12 по март 2018 года из России уехало 1 700 000 человек, в том числе 330 тысяч граждан России. Остальные это трудовые мигранты перемещаются. И в 2017 году 67 тысяч уехало. Причем уехало в 2017 году россиян в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. То есть темп выезда из страны граждан России ускоряется, да. И вот что интересно для нашей республики, это то, что по данным 2017 года первые места по числу выбывших за пределы страны в пересчете на численность населения Мордовия на 5-м месте. Калужская, Тамбовская, Смоленская область, Хабаровский край и Республика Мордовия. И вот из этих 5, 3 это приграничных территорий, то есть у них постоянно есть контакт за рубежом и стремление уехать. А это вот именно 2 региона из глубинки,
Мордовия в том числе, из которых люди бегут. Вот Мордовия Стат опубликовала данные, что по данным на 1 января 2019 года в сравнении со средним цифрой за 2018 год на 4,5 тысячи населения еще уменьшилось на год, за год. Правдоподобно? Так и здесь проблема такая, конечно. Я думаю, что люди стараются из России, но я хочу сказать одну вещь. Многие думают, что вот и Гридина, и региональное отделение партии «Яблоко», что мы боремся с Россией. Мы не с Россией боремся. Я люблю очень Россию. Поэтому мы защищаем от людей, плохих людей в нашей России, те, которые являются в руководстве нашей власти. Поэтому мы боремся не с Россией, мы боремся с негодяями. Вы понимаете, вот что мы. А, конечно, уезжать граждан, ну, у каждого свои, как говорится, понимания. Но я считаю, я борюсь, чтобы в нашей стране мои дети, это прекрасная страна, и было бы очень комфортно в нашей стране. Уезжать, конечно, оно проще. Надо стремиться навести порядок в нашей России. Все-таки я вообще привлекаю к нашей партии внимание людей. Это единственная партия «Яблоко» оппозиционная, что действительно мы бороться за нормальную страну нашей России, чтобы наши дети были комфортной страной. Для наших детей действительно Россия комфортная страна. Вот я все-таки призываю к этому. А уехать, но я все равно считаю, что нас никто там не ждет. Мое мнение. А вот то, что, получается, руководство Мордовии добилось такого выдающегося результата, что Мордовия на 5-м месте из всех регионов России по стремлению по числу выехавших за пределы страны именно из Мордовии. Это как вот так? Да ну, потому что люди-то бедные очень. Мордовия, как вы сказали, вот 3 человека, у которых деньги есть, вот они, может быть, подумают, чтобы скрыться. Но я думаю, что у них, как еще раз говорю, что и за пределами России найдут их, если Это да, но поедут. 5-е место в России – это прям выдающийся результат. Ну а как? Вот ведь тоже за границу куда-то направиться. Ну, молодежь, я понимаю, действительно, когда студенты, все поднять себе. А так люди, которые уже, ну куда за границу поедешь без денег, без всего? Кто нас ждет-то? Вы понимаете? Одно дело, если в Москве много людей, где деньги, они уезжают, действительно себе быт устраивают. А мы же прекрасно знаем в Мордовии, что за люди. Владимир Евгеньевич, следующая новость о внимании к ветеранам войны в Афганистане. Значит, юноармейцы и поисковые отряды в начале января совершили марш-бросок символический, имитирующий вот эти действия на войне, в том числе захват разведчиков, захват школы и так далее. 18 января Мемориальный музей военного и трудового подвига, как сказать, представила интернет-проект «Души, опаленные Афганистаном», сообщила, что создает единый памятный архив об участниках. ГТРК Мордовии сообщила, ну не только ГТРК, и Мемориальный музей сообщил, что в афганской войне участвовали 3000 уроженцев Мордовии, 117 ранены, 68 погибли, 1 пропал без вести. Вот в конце января фестиваль «Афганское эхо» шел по районам Мордовии. Что вы знаете о жизни воинов-афганцев в Мордовии и как нам правильно относиться к этой войне, чтобы не допускать ошибок, повторения таких войн? Ну, во-первых, вот и Григорий Алексеевич Явлинский
на эхо в Москве, они как раз, что партия «Наше яблоко» вот книгу помогает написать именно об этой афганской войне. У нас страна людей не уважает, и особенно те люди, которые от россиян погибли, что в Сирии, обратите внимание, и в других, о них страна просто забывает. Их же направляют куда-то. Ну, говорят, что это где-то они ни при чем, никто. Также афганская война надо так, чтобы действительно власти особо об этом не хотят говорить. Не хотят. А это как раз надо то, что действительно не надо направлять наших граждан куда-либо погибать. И тем более за что? Не за нашу страну. И когда погибают наши действительно люди, и когда государство о них забывает, это очень нехорошо. Это очень. И последняя новость, в которой мы берем пример с других стран для нашей республики. Хотя вы всегда меня поправляете, что не нужно ограничиваться на республику, а делать вывод более широкий на всю страну. С 1 января 2019 года в Польше снижен пенсионный возраст у мужчин на 2 года, у женщин на 7 лет. Теперь уровень польский равен новому уровню России. Но с 1 января 2020 года польское правительство обещает еще большее снижение пенсионного возраста. Вот как бы вы вот такую тенденцию прокомментировали? Я еще раз говорю, у нас о людях в Мордовии и в России вообще не думают. Я не удивлюсь, если через несколько лет, если мы живы будем, я надеюсь, увидим, что вообще пенсии не будет. Потому что к этому то там, то здесь говорят о том, что вот при жизни думайте себе, уже сегодня в России говорят. Поэтому я думаю, вообще считаю, что при нашей политике, которая на сегодняшний день, я думаю, что пенсии вообще не будет. Вот такая страна. Более того, что еще самое главное хочу сказать, о людях вообще никто не думает. Не думает. Вот на такой счастливой ноте, что скоро государственная власть в России доведет до того, что для того, чтобы хватало деньги на оккупацию соседних стран, нужно отменить пенсии пенсионерам. На этой оптимистической ноте мы закончим программу «Мордовский блок новостей», в которой новости за январь 2019 года из жизни Мордовии комментировал, на мой взгляд, главный оппозиционер Республики Мордовия Владимир Евгеньевич Гридин. Спасибо вам большое. Спасибо.